Одна бригада уже получила денег. Почему-то с 15 человек они получили 8, но они довольны. Им заплатили. 8 отдали, все, довольны, остальных нет. Давайте по старшим разберемся. Старший здесь? По старшим. У вас нет, да? Салим. Вот бригада Чураева. Чураев здесь есть. Бригада Хабибов. Хабибов, значит, здесь находится бригада. Еще кто? Я вижу, вот бригада Гафурова, да, Хабибов, они все написали. Кадиров, Мирзомрод, Юров, Джаев. А кто из вас старший здесь? Сколько человек у вас? 11, да? Они всегда серьезно обещают, сколько можно обещать. Запало дома, у нас скоро все. Декабрь забрали. Как то, что ноябрь, декабрь. Вот? Ноябрь получил, декабрь. Да нет, вот я беседую, у меня вот очень много народа, вы сказали, там все доплачено вообще. Мне казалось, тут столько народу у вас появился, ну тогда мы давай по какому варианту работаем с вами. Берем старших, только старших людей, старших, с бумагами и к вам, да? А остальные тогда подождут. Все, кто старший, давайте. Вот старшие, которые были у меня в общем. Сюда раз. Какой Рахмон? Рахмон два. Три. Четыре. Вот старший. Вот то, что у нас на мама. А эти ребята туда. Вот нас не хотят поставить. Увольнять не хочет. Нас не увольняют. Ну, потому что без вас тяжело заработать. Конечно, поэтому... Деньги не платят. Как вас, они на начальной стороне, как с вами разговаривали, когда вас на работу привели? Что сказали вам? Каждый месяц будем платить, без задержки. Месяц. Вы мне давайте, вот тогда он еще от вас идет, да, старший? Да. Сейчас мы поговорим с отделком. Давай, наша бригада пока. Что там? И 40 человек у вас. Вот сюда. Младший тоже, где бригада? Младший, все, бригада, который в списке. Вот одна бригада, правильно? Сколько человек сюда? 11 у вас? 13. Один человек на списке есть. Здесь 22. Все людей Ты у кого работал? Сейчас она про тебя хорошо. Да, они говорят, ты у кого-то там, знаешь, из Казахстана, но она говорит, ты у нас не работал. У кого-то другого, субподрядчика, да? Ну, субподрядчик другой, там их много, там есть. Хорошо, давай так сделаем. Вот раз, два, три, четвертая бригада кто был? Вот смотрите, что произойдет дальше. Что произойдет? Мы закончили наш разговор, потому что якобы они вас не знают. Вот он только был старший, говорит, мы вас не знаем. У вас договоров с нами нет, вы никто. Но он получал 4 года зарплаты здесь. Они его знали. Это по-скотски. Это чисто по-скотски. Мы вас не знаем. И так всех вас не знали, если разобраться больше. Вчера заплатили за ноябрь. Вы получили свои деньги. Предыдущая бригада 15 человек, 8 получили. А говорю, а где 7? А он мне говорит, таджик, говорит мне. Знаете, говорит, 8 им выдали деньги, а 7 разбежали. Мы попросили сегодня, завтра, 2 дня, ваших фамилий в электронном виде. Отправляем обратно к отделкам. Проверяет людей. А она ставит цена, которая у вас не получена, там есть 155 тысяч, 135 тысяч не получена. Она напротив напишет все остальное. Старше вы придете потом к нам, завтра проверите, насколько это она отправит назад.
А сейчас кого? Вот этой списки нету? Кого нет? Кто нет списки? Руки поднять. Если нет, проверить. Время есть у нас. Записаться. Да, вот записаться надо. Есть люди, которые у вас в Таджикистане, в Узбекистане. С ним будет отдельно, потому что вот у меня фамилия, она говорит, при вас не было, может быть. А он все заплачено. Его нет, он давно в Таджикистане. Ну, в списке у нас есть. Если человек не получил деньги, есть близкий родственник. Пускай получает. Дату, время они определяют, мы попросили, что мирным путем этот вопрос решать. Мирным путем. В дальнейшем вам надо зайти все равно, мы сейчас напишем вашу фамилию. В любое время зайти в кадр, сказать, вот я пришел, я отправил шарифу. По ССДО. То есть я у вас работал, это у другого работаю. Ну, зайди, но все равно мы включаем в список. Еще какие вопросы ко мне есть? Вы работаете в других местах? В разных местах, уже если не работаете. Правильно? Наша бригада на одну бригаду на пик работает. 7 месяцев. На север. На север. В этой же Да. на какой работе? Да. На тот фирма, другой. Просто фирма менялся, меня фирма. Там вам платят? Да. Все, значит, вам здесь не заплатили. Да. Вот это вот не заплатили. Поэтому старший приходит завтра, даже в любое время. Вам она позвонит, старший, берет сверху, и она напишет, кого, значит, зарплата здесь есть, а сам в других республиках, старший получает деньги, идет там, соответственно, перевод денег в банк, берет нам квитанцию, приносит деньги, правильно, Курбанов, правильно? Или Ибрагиму. Вопросы? Что непонятно? Все понятно? Фамонест, а фамонест, главное, фамонест. Для начала мы проверим, легально ли все Легально. Ваше руководство, кто легально Если делает? они легально здесь Что легально вы находятся, делаете? Легально работали, не получили зарплату. вопросов нет. Если они легально работали, мы проверим, и все, вопросов не До возникнет. этого не знали? Мы не знали. Что сколько народу работает? Не И знали. внутри 1500 работает. Не знали. А не знаю, почему вы Почему знали. я приехал? Потому что я приехал. А потому что сказал господин Путин, что коррупция благодаря переводу среди сотрудников МВД. Его слова Путина. Не знаете почему? Не положено говорить, потому что не положено. Человек сказал, что криминал именно находится, коррупция МВД. Надо сократить. Особенно по Москве сотрудников. Вы знаете меня оперативно, господин. Я их не проверял. А кто у вас начальник полиции? Кто вас подчиняется? Кто отдел МВД? Мы управление. Ваша фамилия, пожалуйста. Ваша фамилия. Минченко. Запишите меня Менщикова. Сейчас вызови мне 112. Скажи, проверяем деятельность этого господина Менщикова сейчас. Запишите, это средство массовой информации. Да. Ну, на самом деле, может, форму терять, кто знает. Ну, все. Может, вы здесь находитесь вообще не А меня известно, все знают. А меня это известно. Терпи, он знал. Вышки? Вышки? Петров. Не знаю, чья это было организовано с вашими помощниками, которые там заходил к вам в кабинет. И туда перебросили на ту вороту сотрудников полиции. И при этом, знаете, прекрасно, что люди получали большую сумму денег с вашим руководством. А наглым образом, наглым образом ваши помощники приводят сотрудников полиции. Хотя их отпустил, они пошли назад. Они полностью другое. А зачем такие вещи делать? Нет, они обратно, я там был, они обратно, их забрал ваш помощник, дал команду, пришли к этим воротам, дом 12. Сидел по вас, в входе заходил, дверь открывал. Он с ним сидел в кабинете сотрудников и показывал, что люди пришли сюда. Это люди добьются своих денег. Я попрошу 2 дня подумать, их не 54, а их может быть более 500 человек здесь. Вот переговорите с этим человеком, что он сидел в этой машине, значит, вот это где давление сделать, или сотрудников полиции. Если вы платите полицию, не платите своим собственным рабочих, тогда в этом, думаю, некрасиво. Но передайте, это сам вело, я не знаю, я здесь нахожусь, да.
Он же Он почему оказался в доме 12? Где ваша охрана? Где стройбетон, написана картинка с торца. Почему он пришел сотрудники полиции сюда? Вы хотите еще говорить, что... Вы уточните еще раз, говорю, что все записано на камеры, я вам покажу еще, вечером выйдет сюжет. Вечером выйдет сюжет с этим стройбетоном. 151 человек не заплатили деньги. И вы не хотите заплатить, это другое. Но здесь будет другая картина, я вам сразу говорю. Поэтому будь добры передать и Самвелу, чтобы суд не рассчитался. Чем быстрее, тем лучше. А таких подонков приехали, то есть больше духу здесь не видел. Я говорю о том, что вы прекрасно понимаете, что специально вызвали сюда полицию, отправили к доме 12. Почему сидел ваш помощник, вас вызвал, когда с кабинета, он почему в этой машине сидел? Да правильно, они пришли там к вам, а зачем здесь? Начальник охраны звал его. Начальник охраны, да? Да, он звонил, что... Он звонил, что прийти, да, поможет у нас. Начальник охраны. Сложная ситуация у вас, некрасиво. Уточните Самвелу, передайте Самвелу, что Карамат был на месте, когда вас вызвал. Да. Он что-то говорил. Хорошо. Все, Фамиди? По-моему, разберемся. Все? Дадут зарплата, новым организуем.